Здравствуйте! В эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня главное в программе. 15 лет со дня трагедии подводной лодки «Курск». Армения. Суд над российским солдатом, обвиняемым в убийстве семьи, стал главным событием в стране. И хакеры взбунтовались. Компьютерным атакам подвержены буквально все, от Пентагона и крупных корпораций до простых граждан. Но начинаем мы по традиции с новостей из Праги. Шахида? Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени в Праге. С вами Шахида Якуб. Здравствуйте. Память погибших 15 лет назад 118 моряков подводной лодки «Курск». Сегодня почтили минутой молчания на российском флоте. Атомная субмарина, входившая в состав Северного флота России, затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Подводная лодка «Курск», согласно плану учений, находилась на полигоне боевой подготовки в Баренцевом море. Силовая установка крейсера состояла из 2 атомных реакторов, а на вооружении, кроме торпед и бомб, находилось 24 ракеты. На лодке были 118 подводников. 12 августа 2000 года в районе, где предположительно находилась подводная лодка, был зафиксирован взрыв. По официальной версии, причиной аварии стал взрыв торпеды в носовом торпедном аппарате. Из-за пожара сдетонировали остальные торпеды, что повредило большинство отсеков лодки. 23 моряка, переживших оба взрыва, остаются в 9-м отсеке. Атомный крейсер ложится на глубине более 100 метров, под углом около 40 градусов. Носовая часть сильно повреждена. К месту трагедии сходятся суда аварийно-спасательной службы Северного флота. Однако спасательная операция не достигает успеха. 20 августа, через 8 дней после аварии, к спасательным работам было допущено норвежское спасательное судно. 21 августа утром норвежским водолазам удается вскрыть аварийный люк 9-го отсека. К тому времени все моряки, находившиеся на подводной лодке, погибли. Подъем Курска стал первой операцией по подъему затонувшей на глубине атомной подводной лодки. Летом 2001 года баржа Giant Fog гидравлическими домкратами поднимала подлодку. Эта операция продолжалась чуть более 3 месяцев, до конца октября. Командиру Курска Геннадию Лячину посмертно присвоено звание Героя России. А 117 членов экипажа и находившиеся на субмарине специалисты посмертно награждены орденами мужества. Трагедия случилась в первый год правления президента Путина, и из-за его реакции наблюдали во всем мире. Осенью 2000 года он дал интервью американскому журналисту Ларри Кингу. Фрагмент этого интервью шокировал аудиторию. Она утонула. Сегодня начальник Центрального архива Минобороны России Игорь Пермяков допустил, что правительство может раньше времени рассекретить документы о катастрофе Курска. Документы были засекречены на 30 лет, половина этого времени уже прошла. Вот как прокомментировал это капитан 2-го ранга российского флота Александр Покровский. Но смысл особого я не вижу в том, что там какие-то особенные секреты будут появиться на свет Божий. Я думаю, что взорвалась торпеда. Именно торпеда, та, которая практическая торпеда, кислородная, взорвалась в торпедном аппарате. Вот это положило начало трагедии. Если лодка не вышла на связь, необходимо объявлять боевая тревога. Объявляется боевая тревога, и в момент в район нахождения лодки посылаются спасатели. Вот все. Все силы флота переводятся в состояние боеготовности. Номер 1. Тревога. Пропала лодка. И если бы ее начали искать вот по этой схеме, а не через 11 часов, то, возможно, можно было бы что-то сделать для спасения людей. Адвокат родственников погибших моряков Борис Кузнецов провел собственное расследование трагедии и опубликовал книгу. ФСБ России обвинил его в разглашении гостайны, и он вынужден был эмигрировать в США, где получил политическое убежище. Вот что Борис Кузнецов сказал в интервью «Радио Свобода». Я считаю, что на скамье подсудимых должны были сесть главком ВМФ и руководство Северного флота. Но когда доложили это постановление и эту ситуацию Путину, то он принял политическое решение никого к уголовной ответственности не привлекать. Само по себе принятие такого политического решения – это уголовное преступление, это вмешательство в следствие. Почему трагедия Курска так важна для изучения, для оценки?
Ну, во-первых, это была первая трагедия в президентском сроке Путина. Это была первая ложь Путина. С гибели Курска началась ложь. С гибели Курска государство стало вмешиваться в судебную и в правоохранительную систему. Государство стало подминать под себя средства массовой информации. И весь процесс свертывания демократии в России начался именно с гибели Курска. В Армении на территории 102-й российской военной базы в Гюмри суд приступил к рассмотрению дела российского военнослужащего Валерия Пермякова. По данным следствия, в январе этого года он самовольно оставил службу в карауле, с оружием ушел в город, где в одном из домов выстрелами из автомата убил спавших 6 членов семьи. 7-й член семьи, маленький ребенок, впоследствии скончался в больнице. Передав рассмотрение уголовного дела Армении, российская сторона судит Пермякова по обвинению в дезертирстве и хищении оружия. Наш корреспондент Юрий Мандвелян следит за событиями. Ни на один проблемный вопрос, который были с самого начала, ответа не дано. Фактически российская сторона никак не отчиталась за свои незаконные действия на территории Армении. Почему они его поймали? Они не имели права ловить на территории Армении, проводить какие-то разыскные мероприятия. Почему вооруженные российские военнослужащие ходили и искали преступника на территории Гюмри? Вот ни на один из этих вопросов ответа не дано. Все идет по сценарию, по которому с самого начала действовала российская сторона. Они знают, как вынести раненого с поля боя, как оперировать в полевых условиях и как правильно спрыгнуть с танка, чтобы не сломать костей. Украинские военно-полевые медики, которые прошли настоящие бои, уйдут на дембель 30 августа. Вместо них придут новые врачи, не имеющие опыта военно-полевой хирургии. Инна Варениця побывала в одном из военных госпиталей на линии фронта на востоке Украины. Они проводили операции в антисанитарных условиях, когда на соседней улице был полноценный госпиталь. При наличии в 20 километрах больницы с операционной, со стерильными, с бактерицидными лампами оперировали в палатке. А летом это происходило в палатке, где плюс 50. В условиях войны настоящей руководство требовало медиков действовать по стандартам, прописанным во времена Второй мировой. На свой страх и риск военные медики действовали не по уставу, чтобы спасти раненых. У нас есть то, как должно быть, да, и это написано на бумаге, то, как есть, как мы это знаем, как есть. И вот между тем, как должно быть, и как есть пропасть. После десятков писем и переговоров с военным руководством медики выпросили подходящие больничные условия. Но теперь другая проблема. Вместо оказания помощи раненым, когда дорога каждая секунда, они обязаны сначала доложить в штаб. То есть в процессе операции требуют доклада о том, что происходит. Причем доклады требуют разные уровни, начиная от командира подразделения, что случилось, а какие там последствия, степень тяжести больного, что сделал раненого и так далее. И до самого высокого уровня все перезванивают хирургам, анестам. Вместо того, чтобы дать им возможность спокойно работать в операционной, первый час после случившегося начинаются отзвоны и доклады. Штабные командиры даже стали вмешиваться в лечение раненых. 2 дня назад у нас поступил боец раненый. Там минно-взрывная травма, многоскольчатый перелом бедренной кости, но при этом конечность теплая, сосуды сохранены. Ну а руководству они предложили нам ее ампутировать. О проблемах с обеспечением медики вспоминают редко. За исключением некоторого оборудования, лекарства и машины поставляют волонтеры и неравнодушные люди. Вот эту штуку называется санитарная эвакуационная сумка, если не ошибаюсь. Это то, что нам выдает государство. Когда требуют каких-то результатов и потом докладывают наверху и по телевизору скажут, что мы такие молодцы, спасли кучу людей, то это небольшая заслуга тех, кто выдал вот ту вот сумку, которую мы показывали перед этим. А это все делается на своем энтузиазме, находятся друзья, знакомые, открывается, берется своя карточка, идется в интернет-магазин и покупается. Чем, как и в каких условиях лучше лечить, все эти знания медики из Луганской области предлагают обсудить с коллегами из других воинских подразделений. Обсудить ошибки во время эвакуации раненых в Иловайске или Дебальцево, а также научить медиков-новобранцев. О своей идее врачи рассказали руководству Министерства обороны. Мы ему начали рассказывать о проекте, который мы бы хотели предложить Министерству обороны. Именно Министерству
для того, чтобы тот опыт, который наработали медслужбы в полевых условиях, чтобы он никуда не делся. Я, слушая его, я понимала, что он не хочет этого делать. Проводятся ли учения и учитывается ли опыт предыдущих боев? Такой вопрос в настоящее время задал украинскому министерству обороны. Ответ прислали без подробностей и только на бумаге. Да, проводим, тренируем. Сами же медики в полях уверяют, никакого обучения и опросом никто не занимается. Инна Вареница для настоящего времени. Мы передаем слово Вашингтону. Игорь, пожалуйста. Спасибо, Шахида. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что если ядерное соглашение с Ираном не будет ратифицировано, то это может повлиять на целый ряд геополитических проблем и дестабилизировать отношения США с союзниками, в том числе по вопросу российско-украинского конфликта. Цитата. «Это, друзья мои, верный путь к тому, чтобы они отошли от своей позиции по Украине, которая уже стала менее определенной, и сказали, что, мол, мы свое дело здесь сделали», заявил Джон Керри, имея в виду поддержку украинского правительства в борьбе с пророссийскими сепаратистами. Между тем, на брифинге во вторник заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Марк Тонер прокомментировал сообщение о том, что в ходе расследования причин катастрофы рейса MH17 над Восточной Украиной, возможно, были обнаружены фрагменты ракетной системы БУК. Мы весьма однозначно оценили ситуацию практически сразу же после того, как произошла эта ужасная трагедия. Наша оценка такова, что рейс MH17 был, как мы считаем, сбит ракетой класса «Земля-воздух», выпущенной с контролируемой сепаратистами территории на востоке Украины. Разумеется, мы продолжаем поддерживать усилия, направленные на то, чтобы те, по чьей вине это произошло, ответили за гибель 298 пассажиров и членов экипажа. 298 passengers and crew. Напомним, 29 июля Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о создании трибунала по расследованию крушения малазийского Боинга. Тем временем во Франции международная группа экспертов продолжает изучать в специальной лаборатории фрагмент другого малазийского Боинга, пропавшего над Индийским океаном 1,5 года назад. Этот фрагмент выбросило на берег на французском острове Реюньон. Эксперты осматривают обломок невооруженным глазом и при помощи мощных микроскопов. Наш корреспондент Керлин Присути побывала в похожей лаборатории в США, где ей объяснили, в чем же именно заключается работа таких специалистов. Джо Рейнольдс – инженер-криминалист. Он своего рода детектив в области авиации, расследующий обстоятельства авиакатастроф. Сколы, царапины, вмятины – все это важно для понимания того, что произошло. Рейнольдс и его компания RTI занимается приблизительно тем же, чем заняты сегодня эксперты во Франции, анализирующие фрагмент флоперона, который является частью малазийского Боинга, бесследно исчезнувшего над Индийским океаном в марте прошлого года. Флоперон – это подвижная задняя часть крыла, выполняющая функцию управления и набора высоты. По словам Рейнольдса, состояние флоперона может позволить определить положение самолета в момент катастрофы. Можно предположить, под каким углом относительно моря находился самолет. Первое, что должна сделать лаборатория компании RTI Group, удостовериться в том, что фрагмент действительно является частью того самолета. Этот сканирующий электронный микроскоп анализирует краску. Эта информация позволит определить уникальную формулу краски, которой покрывают Боинги авиакомпании Malaysia Airlines. Следующий шаг – определить, что стало причиной катастрофы. Мы хотим узнать, из-за чего это произошло. Что стало причиной перегрева этой детали? Теперь инженеры пытаются определить, под воздействием чего этот фрагмент отделился от крыла самолета. В данном случае заклепки вырваны под определенным углом. Этот цифровой высокоразрешающий микроскоп тщательно исследует все отверстия. Это очень трудоемкая и кропотливая работа, однако ее результаты помогут установить, что явилось причиной авиакатастрофы. Террористическая группировка «Исламское государство» опубликовала фотографию казненного заложника Томислава Солопика, 31-летнего гражданина Хорватии, похищенного 22 июля на юго-западе Каира. Заложника обезглавили. На прошлой неделе исламисты выступили с видеообращением, в котором призвали власти Египта освободить из тюрем неких мусульманских женщин в обмен на жизнь хорвата, работавшего на французскую нефтегазовую компанию в Египте. Между тем, все
того же Исламского государства опубликовали в интернете личные данные американских военнослужащих и чиновников с призывом убивать этих людей, где бы то ни было. Всего же так называемый расстрельный список террористов содержит данные около 1400 человек. Помимо имен, это должности, телефоны, адреса электронной почты и номера кредитных карт американских граждан. И американские общественные организации бьют тревогу из-за растущего числа мошенничеств при расчете кредитными картами. Персональные данные граждан стали объектом непрерывных атак хакеров. Даже если вы были бдительны, ваши данные могут похитить из компьютеров в магазине, больнице и где-то еще. Александр Панов продолжит тему. Участников и гостей 23-го международного слета хакеров, проходившего на прошлой неделе в Лас-Вегасе, организаторы честно предупреждали: не пользуйтесь кредитными карточками и электронными устройствами в зале и в коридорах конференции. Это небезопасно для вашего кошелька. 10 тысяч участников DEF-CON, опасаясь мастерства своих коллег, к совету прислушались. Американцы привыкли считать, что все произведенное в их стране самое лучшее, от политической системы до промышленных товаров. Но вот что касается защищенности кредитных карт, эксперты уверены, США отстают от других стран большой двадцатки. 47%, почти половина общемировых финансовых потерь, вызванных мошенничеством с кредитными картами, приходится на долю Америки. В США на руках потребителей находится свыше миллиарда кредитных карточек. Почти 5,5 триллионов долларов были потрачены с них только в прошлом году. Это свыше 100 миллиардов транзакций. Почему же потребители и специалисты бьют тревогу, а президент Обама издает исполнительный указ о защите карточек госслужащих? В Европе, в Южной Америке, по всему миру, во многих странах кредитные карточки имеют магнитную полоску, микрочип и пин-код. И это общепринятая технология защиты пластиковых карт. А у нас до сих пор действует система росписей. И это технология 70-х годов прошлого века. За прошедший год от 40 до 45% американских компаний и примерно треть американских потребителей заявили о краже их персональных данных. Внедрение защищенных кредитных карт в странах, ближайших союзниках США, резко снизили потери от мошенничества. В Британии на 70%, в Канаде на 50%, в Австралии на 30%. Чип и пин снижают угрозу мошенничества с вашей кредиткой в 7-8 раз. Общественная организация «Защити мою информацию» пригласила выступить на форуме старшего советника президента по кибербезопасности и технологиям. Исполнительный указ, подписанный президентом Обамой в октябре прошлого года, потребовал внедрения новой технологии, защищающей кредитные карточки государственных служащих микрочипом и пин-кодом. Сейчас выпускаются уже по 10 тысяч защищенных карт в день. Общественные организации пишут письма в Конгресс, призывают законодателей принять закон, обязывающий производителей карт перейти на общепринятый в Европе уровень защиты. Объявления о потере конфиденциальной информации клиентов, сделанные в недавнем прошлом крупными торговыми сетями США Target, Home Depot, привлекли внимание общества к проблеме. Защита кредитных карточек микрочипами и пин-кодами — это не спасительная серебряная пуля, но шаг в верном направлении. Банкиры обещают к 2017 году сделать кредитные карты в Америке соответствующими мировому уровню. Но это всего лишь часть борьбы с мошенниками. Будьте бдительными везде, и в магазине, и в интернете, призывают эксперты американцев. Перед обществом безналичных денег стоит набор новых угроз эти деньги потерять. Александр Панов, Андрей Дегтярев. Настоящее время, Вашингтон. Пришло время передавать слово коллегам в Праге. Шахида. Спасибо, Игорь. С сегодняшнего дня Кыргызстан становится полноправным членом Евразийского экономического союза. В связи с этим таможенный контроль на кыргызско-казахстанской границе был официально снят. В торжественной церемонии открытия границ приняли участие президент Казахстана и Кыргызстана. Напомню, что созданные по инициативе России Евразийский экономический союз также входят Армения и Беларусь. О том, какие выгоды принесет членство в этой организации для стран, рассказал политический обозреватель по вопросам Центральной Азии Брюс Паньер. Чем больше членов Евроазиатского экономического союза, тем крепче русское влияние на пространство бывшего союза. И если Казахстан, Киргизстан, Таджикистан являются членами этого союза, это значит, что есть как ворота между Узбекистаном и Туркменистаном и остальный мир на запад, на восток и на север.
Конечно, это гораздо важнее России, потому что Кремль, Путин хотят влиять на процесс на пространстве бывшего Союза, Советского Союза. И когда у них, как страны, как Узбекистан, Туркменистан, которые не очень участвуют в СНГ, это механизм повлиять на Ташкент, на Ашхабад, что они должны присоединиться к этому союзу и, по крайней мере, иметь лучшие отношения с Кремлем, чем мы видели уже 20 лет. Грузинское министерство экономики готово предоставить серьезные финансовые льготы зарубежным кинокомпаниям за фильмы, снятые на территории Грузии. О новом проекте, направленном на привлечение инвестиций и популяризацию страны, в материале нашего корреспондента Зураба Двали. Поклонники индийского кино в ожидании выхода на экран продолжения популярного блокбастера «Билла 2». Лихой сюжет с погоней, перестрелками, несокрушимым героем закручен настолько, что в руках местной мафии оказался даже грузинский военный вертолет. А фоном мелькают виды Боржоми, Рустави и Тбилиси. Из какой-то специальной рекламы Болливуд очень большой интерес уже придает Грузии. Уже 3 картины они снимали. Продюсер Митру Чакрапорти, который раньше был знаменитым актером. На Каннском фестивале была представлена картина «Поиск» оскароносного французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Драматическая лента о войне в Чечне была полностью снята в Грузии. Специалисты уверены, интерес иностранных продюсеров к производству здесь фильмов вполне обоснован. В чем плюс Грузии? Плюс Грузии – это ландшафты, которые есть очень близко друг к другу, и море, и горы. Как бы в один день ты можешь снимать и на море, и подниматься в горах, и снимать снег. Кроме этого, архитектура Грузии – это очень-очень специфично и очень интересно для иностранных кинопроизводств. И самая главная новость. Власти Грузии будут возвращать иностранным компаниям 20% от всех затраченных на производство сумм. И плюс добавлять еще 2% сверху, если в картине будет использована грузинская тематика. Известный грузинский кинорежиссер Георгио Вашвили видит в инициативе киноцентра и правительства Грузии выгоду для всех. Его ленты «Другой берег» и «Кукурузный остров» – успешный пример международных кинопроектов. Я всегда работаю с европейскими копродюсерами, я работаю с французами, с немцами, с испанцами. И если этот закон будет действовать в стране, конечно, это для них будет гораздо большая мотивация, чтобы включиться в таких проектах и работать с грузинскими кинематографистами. Ни для кого не секрет, что многие культовые картины способствовали росту туризма в странах, где они снимались. Так что эта отрасль экономики Грузии теперь еще и в руках мировой киноиндустрии. Зураб Двали, Гога Чкони и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». «Настоящее время» продолжат мои коллеги в Вашингтоне. Спасибо, Шахида. Действительно, в знаменитом Йеллоустонском национальном парке США ЧП. Медведь насмерть загрыз человека. Хотя в заповеднике это всего 3-е нападение со смертельным исходом за последние 29 лет, администрация не на шутку встревожена. Дело в том, что 2 других инцидента с медведями в Йеллоустоне, которые тоже закончились гибелью людей, произошли совсем недавно, всего 4 года назад. Продолжение темы в материале моего коллеги Вадима Оленичева. Когда Лэнс Кросби, работавший в медицинской клинике Йеллоустонского национального парка, в минувшую пятницу не явился на работу, его коллеги и родные встревожились не сразу, мало ли чего не бывает. Однако на следующий день их ждала трагическая новость. На одном из популярных туристических маршрутов заповедника было обнаружено изуродованное и полусъеденное тело Кросби. Все указывало на то, что на 63-летнего жителя штата Монтана напал медведь-гризли. Это самый крупный из всех подвидов бурого медведя. Вдобавок, эти хищники весьма агрессивны, так что встреча с ними всегда опасна. Это должны понимать многочисленные посетители американских национальных парков, а в Йеллоустон их ежегодно приезжают миллионы. Надо учитывать то, что в лесах и парках стало не только больше медведей, но и намного больше туристов. Так что даже математически следует ожидать большого числа столкновений человека с медведем. И эти столкновения, если кто-то ведет себя неумело, могут иметь тяжелые последствия. Люди должны знать, как себя вести, если рядом оказался медведь.
Немедленно была объявлена масштабная охота на зверя, виновного в смерти человека. Точнее, на 2 зверей. Осмотр места происшествия показал, что это были медведица с медвежонком. В заповеднике хищники охраняются законом, и убивать медведей нельзя. Поэтому в зоне, где произошла трагедия, были расставлены ловушки. Не прошло и 2 суток, как в одну из них попалась медведица-гризли, а в другую еще один топтыгин. Теперь слово за биологами. Мы проводим расследование. Пока что можно утверждать только то, что в результате контакта с гризли погиб человек. Теперь мы ждем результатов лабораторных анализов. Они должны показать, причастны ли к гибели мистера Кросби пойманные нами медведи. Если анализ ДНК покажет, что какой-то из пойманных хищников стал причиной смерти медработника, он, скорее всего, будет умерщвлен. Правда, в этом случае администрации национального парка придется выдержать шквал возмущения со стороны защитников природы. Но безопасность туристов превыше всего. Об этом сейчас приходится думать и властям американского штата Нью-Джерси. В нем сейчас проживает почти 4000 черных медведей. Этот вид намного меньше гризли по размеру, но все равно представляет опасность для людей. В прошлом году в Нью-Джерси был зарегистрирован первый случай гибели человека в результате нападения медведя. Поэтому власти штата обсуждают возможное продление сезона охоты на медведей. Популяция медведей не уменьшается, и они все чаще вламываются в жилые дома в поисках пропитания. Что же касается рядовых граждан, то лучшим средством защиты для них по-прежнему остается здравый смысл. Нет, от прогулок в лесу это меня, конечно, не остановит, но заставит быть осторожнее. Когда ты оказываешься на лесной тропе, надо все время следить за тем, что происходит вокруг тебя. Вадим Оленичев, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. Технологические компании создают все больше приложений для мобильных устройств, которые предлагают потребителю различные услуги. Все они призваны сделать нашу жизнь более удобной. Чтобы вам не понадобилось заказать такси или пригласить массажиста на дом, достаточно нажать пару кнопок, и смартфон исполнит любое ваше желание. Подробнее о том, как развитие высоких технологий влияет на бизнес и потребителей, в нашем следующем видеоматериале. Сэмюэл Дэвис приехал в Лос-Анджелес, чтобы попробовать себя в шоу-бизнесе. А в свободное от выступлений время он разъезжает по городу на своем грузовике. Мне нравится импровизация, комические выступления и вообще любая актерская работа. А когда я этим не занят, я ищу возможности подзаработать. Дополнительный заработок актеру обеспечивает работа водителем в сервисе BuddyTruck. Это мобильное приложение, позволяющее пользователю найти по соседству грузовик с водителем для небольших перевозок. В среднем грузовик прибывает к заказчику уже через полчаса. Наш сервис вырос на 1000% за год и на 2000 с момента запуска, так что мы очень довольны результатами. BuddyTruck — лишь одно из стремительно набирающих популярность мобильных приложений с различными услугами. Услуги эти могут быть самыми разными, от поиска попутных машин до доставки готовой еды и массажа на дому. Так, основанный в 2013 году массажный сервис SUS разросся на 13 городов меньше, чем за год. Думаю, все дело в легкости доступа и возможности мгновенно получить желаемое. Таксомоторный сервис Uber задал эту тенденцию, и теперь такие услуги становятся привычной для всех нормой. Достаточно нажать кнопку, и оплата осуществляется автоматически. Заказ такси или доставка товаров организуется по заданной программе, и спустя всего час или даже меньше вы получаете необходимую услугу. Как отмечает эксперт в области управления технологиями Терри Крамер, пользователей смартфоном во всем мире стало больше, чем когда-либо. Сейчас созданы идеальные условия для стремительного роста приложений с услугами. По словам Крамера, развитию таких сервисов способствует готовность людей делиться своей личной информацией в обмен на удобство, а также постоянная разработка все новых технологий для мобильных приложений. Хотя эта индустрия находится на заре своего развития, приложения с услугами уже наступают на пятки традиционному офлайн-бизнесу. Крамер прогнозирует 2 возможных исхода. Существует разумный способ инкорпорировать эти сервисы в более традиционные схемы. В противном случае грядет катастрофа, и офлайн-магазины и службы со временем просто вымрут. По мнению предпринимателей, мобильные приложения будут продолжать расширять спектр услуг для пользователей. Благодаря этому люди смогут тратить свое время лишь на то, что им действительно интересно. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Ну а мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.